Как Соединенные Штаты добиваются своих целей на постсоветском пространстве? Каковы ключевые инструменты работы Штатов? Прежде всего, это инструментарий так называемой мягкой силы. На первом подготовительном этапе для установления прямого контакта с людьми, формирования доверительного образа, создается инфраструктура специальных фондов, организующих гуманитарные акции, конференции, активное взаимодействие с молодежью, с журналистами, с лидерами общественного мнения в целом. Но впоследствии постепенно происходит радикализация подходов, а именно прямое воздействие на общественное мнение, организация массовых акций протеста с последующим захватом власти и сменой внешнеполитического курса страны. Ровно такие сценарии были реализованы, к примеру, в Грузии, на Украине, во многих других странах. Ключевую роль в организации этой работы неизменно играет Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, посольство США, а также организация USAID, Агентство США по международному развитию. Это высший федеральный орган Соединенных Штатов, отвечающий за помощь за рубежом. С 1992 года на организацию государственного переворота в Грузии только этой организации было выделено почти $2 миллиарда США. На аналогичный сценарий на Украине – $3 миллиарда. Ведущие украинские политики еще в 2013 году предупреждали о подготовке государственного переворота на Украине. Обратите внимание на экран. Ко мне, как народному депутату Украины, обратились активисты общественной организации «Воля», которые предоставили убедительные свидетельства того, что на территории нашего государства при поддержке и при непосредственном участии посольства Соединенных Штатов Америки осуществляется проект «Техкомп», в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны на Украине. Проект «Техкомп» направлен на подготовку специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа, потенциальных революционеров, для организации протестных действий, свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайета. К сожалению, народного депутата Украины Олега Царева тогда не захотели услышать. В целях сдерживания России американцы поддержали государственный переворот на Украине. Страна попала под внешнее управление и по указке из Соединенных Штатов саботировала Минские соглашения, в которых была заложена поэтапная процедура по урегулированию конфликта. Но Вашингтон для Киева выбрал другую стратегию – войну на истощение. Конфликт на Донбассе длился 8 лет, унес тысячи мирных жизней. В результате манипуляции Запада с Украиной привели к необходимости проведения специальной военной операции для защиты людей на Донбассе. Это была вынужденная мера.